Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на большей части Крымского полуострова нас можно услышать на средних волнах 648 АМ. На севере Крыма нас можно найти в FM-диапазоне на отметке 105,9. Кроме того, напомню, что с любой точки земного шара, если у вас есть интернет, вы также сможете слушать радио «Крым Реалии» в режиме прямого эфира. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы найдете сигнал нашей радиотрансляции. Кроме того, в видеоформате можно присоединиться к нашему эфиру. Заходите на YouTube-канал «Крым Реалии», подписывайтесь, комментируйте происходящее. Мы стараемся ваши комментарии читать. Также еще раз напомню, номер телефона, по которому к нам можно дозвониться в прямой эфир, 8 800 1006 926. Это номер для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове. Те, кто нас слышит на материковой части Украины, могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим о ситуации на крымском телеканале АТР. Сообщается, что сейчас он испытывает достаточно серьезные финансовые трудности после того, как по техническим причинам не смог освоить транш из госбюджета Украины. Деньги, предусмотренные в бюджете для этого телеканала, пришли на счета компании в самом конце финансового года. И, как я уже говорил, по техническим причинам не получилось провести транзакции, так поясняют сотрудники телеканала. Эти деньги пришлось вернуть в бюджет. На данный момент сообщается, что канал на 90% вынужден был остановить производство собственного контента. Остались только выпуски новостей. Также владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил, что пришлось сократить штат телекомпании на 45%. Вот об этой ситуации мы поговорим в нашем эфире. Я хочу сказать, что мы обратились с запросом в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины. В нашем запросе был перечень конкретных вопросов, которые касаются нынешней ситуации на телеканале АТР и будущего этого телеканала. В ответ нам передали заявление министра Владимира Бородянского о ситуации на АТР в достаточно общих чертах. Это, по сути, копия этого сообщения, которое было опубликовано в его телеграм-канале. Но, тем не менее, я цитирую на язике оригінала. Підтримка кримсько-татарського народу, як корінного народу України, є для нашої держави одним з найважливіших пріоритетів. У тому числі це стосується розвитку та підтримки кримсько-татарського телевізійного мовлення. Зазначимо, що поточний обсяг державної підтримки для кримсько-татарського телевізійного мовлення, передбачений державним бюджетом на 2020 рік, становить 50 мільйонів гривень. Ми розпочинаємо консультації з народним депутатом України, лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу кримсько-татарського народу стосовно пріоритетних напрямів надання державної фінансової підтримки. В рамках Українського культурного фонду планується запуск програми, що буде спрямована на підтримку та розвиток кримсько-татарської культури. Також опрацьовуються питання запуску онлайн-платформи для вивчення кримсько-татарської мови. Окрім того, незмінною залишається підтримка з боку Міністерства культури, молоді та спорту діяльності державного підприємства «Крымский Дим». Вот такой ответ мы получили на наши вопросы, но, несомненно, мы будем еще обращаться в Министерство культуры для того, чтобы получить ответы на те конкретные вопросы, которые мы направляли в своем информационном запросе. Итак, я напомню еще раз номер телефона 8 800 1006 926. Вы можете дозвониться к нам, если вы слышите нас в Крыму по этому номеру. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Итак, продолжаем эфир. Я напомню, что говорим мы в этом блоке нашей программы о ситуации на телеканале АТР. И пока мы ждем, пока мы сможем установить связь с Ленуром Ислямовым, владельцем телеканала АТР, я напомню номер телефона, по которому к нам могут присоединиться наши радиослушатели, могут присоединиться зрители телеканала АТР. Если вы смотрите этот телеканал, если вам важно, о чем говорит этот телеканал, если вам важен контент, в том
том числе на крымско-татарском языке, который создает этот телеканал, вы можете дозвониться к нам в студию. 8 800 1006 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Ну и на происходящее, конечно, вот есть у нас связь с Ленуром Ислямовым. Ленур Эдемович, доброе утро. Доброе. Итак, расскажите, что сейчас происходит на телеканале, в каком режиме работает телеканал и насколько серьезно сейчас нехватка финансов, да, на которые рассчитывал телеканал, вот и получилось, что пришлось вернуть транш из бюджета обратно в бюджет. Насколько сейчас велик финансовый разрыв у вас на телеканале? Смотрите, мы недополучили 15 миллионов, на которые рассчитывали в конце года. Это в основном это аренда, это вещание на Крым спутниковое, это поднятие нашего сигнала на спутник и затраты на вещание через КРТ. Это все, что касалось нашего именно вот вещания. Там на производство программ там несколько миллионов всего было. Вопрос даже не в деньгах. А как это было сделано? Просто было действительно, вот мы в прошлом году понимали, что одно правительство ушло, другое пришло. Мы понимали, что будут сложности определенные, но не до такой степени, конечно, как было в прошлом году. Но, с другой стороны, мы тоже понимаем, что бюджет прошлого года пришлось правительству секвестировать. Да, мы с вами наблюдали эту картину, когда секвестировали там какие-то действительно там серьезные статьи, там финансирование каких-то регионов, каких-то больниц, нам там рассказывали, что что-то там поликлиники какие-то там секвестировали, как бы там по бюджету, по закупке какого-то оборудования. Но дело не в этом. Даже если бы мы знали, то, получается, мы каким-то образом могли внутри года как-то в любом случае адаптироваться к этой ситуации. Получается, проблема в том, что за счет того, что мы сократили эфир, почти на 90%, об этом Айдар писал, то, получается, мы вот эту вот кумулятивность нашего информационного эфира, а вы понимаете, как никто другой, потому что вы тоже участвуете в информационном сопротивлении, так скажем, оккупации. Информационное вещание очень важно всегда держать температуру, одну держать, и она накапливается, и мы таким образом держим наших зрителей, наших liability людей, которые смотрят, доверяют нам в информационном пространстве месседжи, которые идут именно от материковой Украины, то есть национальных, политических, на самом деле, как бы курсов движения Украины. Да, даже если сегодняшнее молодое правительство или молодой президент некоторые вещи делает, ну, может быть, пока или не делает, то в любом случае мы могли бы подправить. Это делает медиа определенным образом, то есть мы в любом случае мы информируем, да, и чуть-чуть, может быть, развлекаем. Но информационную войну никто не отменял. Поэтому мы темп потеряли в конце года. Потеряли вот этот вот темп, который нам вот на месяц фактически нас выбил с информационной войны. Естественно, этим же сразу воспользовались наши враги, оппонентами, слова я их не назвал. Да, вот я об этом хотел у вас спросить. Российская власть в Крыму с нескрываемым воодушевлением встретила новости о проблемах телеканала АТР. Вам снова посвящают спецрепортажи в эфире крымского телевидения в прайм-тайм. А в Российском министерстве информационной политики Крыма даже вот сделали такое оригинальное заявление, пригласили журналистов АТР в Крым, очевидно, работать на телеканале «Милет». Вот давайте послушаем цитату Сергея Зырянова, это исполняющий обязанности главы вот этого российского министерства в Крыму, и продолжим нашу беседу. Если ребята, хорошие специалисты там на Украине остались без работы, добро пожаловать в российский Крым. Мы всегда найдем здесь работу, и они увидят своими глазами, что действительно Республика Крым в составе Российской Федерации, она развивается. Ну вот такая цитата, это фрагмент из сюжета телеканала «Крым-24». Вообще много информационных материалов было выпущено, посвященных ситуации на телеканале АТР именно в Крыму, именно под контрольными России средствами массовой информации. Прокомментируйте, пожалуйста, это явление, почему такое воодушевление, да, вот у этих медиа вызывает проблемы телеканала АТР. Да, это кто это за Закирьяев, кто такой, это какого министерства, какой службы? Пусть он выучит правильное произношение не на Украине, а в Украине надо говорить. Он же не говорит, что на России произошло. Почему он Украину принижает в таком статусе? Ну, это понятно, его, его желание сделать государство Украины недогосударством. Это
это уже, вот это то, что он делает, это не журналистская история. Это больше такая, политический такой какой-то стёб над проблемами, которые существуют в медиа. На самом деле мы выжили. И мы не раз испытывали сложности такие. Действительно так бывало, что мы выключали даже эфир на 2 месяца, когда нам российская власть практически не позволила вещать. Это оккупационная власть. Но мы выжили. И сейчас вот буквально со вчерашнего дня, позавчерашнего, мы запустили вечерний эфир. Чисто сами ребята, потому что ребята уже не могут ждать. Мы все-таки запустились. Есть у нас сложности определенные, но я хочу сказать, что они преодолимы. Вот вы зачитали министра культуры Бородянского, да, я вам просто скажу, что вот спутник у нас, израильский спутник, который выключил нас за неуплату, а мы действительно не смогли ему заплатить. Вот потом, по той причине, что мы вернули деньги в бюджет 28 числа, в субботу, то Бородянский сам позвонил израильскому спутнику и как-то заставил их или прогарантировал лично, я не знаю, не присутствовал по этому разговоре, но нас через 2 часа включили. Вот представьте, для телеканала выключиться на 2 часа из вещания. То есть просто потерять вещание на 2 часа. Это ЧП, это самый настоящий ЧП. Это как сталелитейный цех остановился. Вот он не производит производство, то есть не производит продукцию. Вот поэтому... Да. К ответу господина Бородянского хотелось бы вернуться и обсудить это подробнее. Вот в своем заявлении, которое было вчера опубликовано и прислано также и нам в ответ на наш информационный запрос, говорится о том, что текущий объем государственной поддержки для крымско-татарского телевизионного вещания, предусмотренный госбюджетом на 2020 год, составляет 50 миллионов гривен. Вот есть ли у вас информация, какая часть из этих денег, либо они все предусмотрены для поддержки телеканала АТ, а у нас связь, к сожалению, оборвалась. Да? Мы попытаемся восстановить связь с Ленуром Ислямовым, потому что есть еще несколько... есть связь, да? Ленур Эдемович, да. Я вот сейчас повторю вопрос. Владимир Бородянский в заявлении, которое вчера было распространено, говорил о том, что текущий объем государственной поддержки для крымско-татарского телевизионного вещания, предусмотренный госбюджетом на 2020 год, составляет 50 миллионов гривен. Могли бы вы прояснить, есть ли у вас информация, какую часть из этой суммы направят на поддержку именно телеканала АТР, а может быть всю сумму, и хватит ли этих денег не только для того, чтобы покрыть вот те расходы, которые вы говорили на спутниковое вещание в текущем году, но и для того, чтобы закрыть долги, которые вот образовались за прошлый? Смотрите, это уже вот такое какое-то дежавю, потому что когда мы выезжали с Крыма, вот этот 14-15 год и в 16 году у нас тоже образовывались долги за вещание, потому что мы восстановились на коробках здесь, в той студии, арендовали эту студию в самом начале, потом мы все-таки достроили свою, хотя она тоже далека от той студии, которая у нас была в Крыму, но тогда тоже нам позволил бюджет закрыть те обязательства, которые у нас возникли со спутниковым вещанием, вот именно спутник АСТРА-4.8. Я хочу поблагодарить, кстати, вот и именно руководство АСАД тогда, руководство ООНа такой вот. Он тогда действительно, они сделали нам скидку большую за то, что все-таки оккупация, аннексия и все такое прочее, и мы заплатили там порядка около 200 тысяч, хотя должны были заплатить в 2 раза больше почти. Это, я понимаю эти компании, потому что те спутниковые компании вещали, это для них бизнес все-таки, да, они не должны страдать за то, что кто-то что-то переезжает или что-то выключает. Вопрос не в этом. Смотрите, у нас 15 миллионов сейчас долгов прошлого года. То есть финансирование на этот год заложено в бюджете 50 миллионов. То есть мы 15 миллионов из них должны будем потратить за предыдущий год. То есть мы в любом случае в минусе сейчас на 15 миллионов. В любом случае. Как мы эти деньги будем добирать, где будем их добирать, сейчас я бегаю сейчас по разным инстанциям, которые есть там, вот в том числе украинский культурный фонд, в том числе западные сейчас грантодатели, которые есть сейчас, и в сокращенном варианте они есть, но в любом случае нам надо закрыть тот долг, который есть. Причем часть этого долга это все-таки государственные компании, вещатели, те, которые поднимают сигнал, вот как Укркосмос, такие компании, как КРТ, которые, на спутниках которых и вы вещаете, и мы вещаем тоже. И вы знаете, там не дешевое это все-таки вещание на Крым. Все-таки АТР это не просто сам телеканал, это же еще и детский телеканал Вале, и Мейдан, радиостанция Мейдан.
И поэтому все-таки телеканалу, медиа все-таки не может жить без финансирования. В любом случае на одном альтруизме далеко не увидишь. В любом случае нужны деньги. Поэтому вот эти вот 15 миллионов мне надо добрать где-то. Я поэтому вот сейчас в таком этом состоянии. И такой еще вопрос. Ну, в нынешней ситуации, которая остается сложной, несмотря на заверения в Министерстве культуры о том, что решится эта проблема, вы говорили о том, что приходится думать над сокращением штата телекомпании. Насколько сейчас удается сохранить творческий коллектив телеканала АТР? И сохранится ли он по вашему видению? Он однозначно сохранится, и вот те люди, которые приехали с Крыма, это крымские татары и украинцы крымские, которые работают у нас с Крыма, это которые были у нас в Крыму. Это костяк, он сохраняется, и это ядро, это тот вот камень, который привезен с Крыма. Естественно, тех людей, которых мы привлекли на материковой Украине, это хорошие, мощные специалисты, которых у нас в Крыму не было, но здесь мы как бы их вот привлекли. Естественно, мы их потеряли, некоторых, которые, ну, вы знаете, я как вот по крымско-татарски, это Прхайервар, все-таки они пропитались тоже нами, мы пропитались ими, и они больше пропитались все-таки проблемой Крыма, они понимают, как крымскую проблему освещать. Что, допустим, слово крымско-татарский писать надо слитно, а не с дефисом. То есть многие вещи есть, они знают, как происходят суды в Крыму над крымскими татарами. Они знают, какие проблемы есть внутри крымско-татарского сообщества, кто есть кто в крымско-татарском сообществе. То есть в этом есть плюс, потому что куда бы они ни ушли, на какую бы телекомпанию или родийную компанию ушли, эти люди в любом случае носители нашей культуры, потому что мы в любом случае пропитались. Некоторые, кстати, из них выучили крымско-татарский язык. Это тоже очень, да, вот поразительно просто. Да, это интересное явление. Ленур Дымович, у нас есть звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире говорите. Доброе утро, господин Акрушин. Ведь, судя по всему, ваше радио и АТР – это близнецы-братья. Вот почему вам не выступить с идеей объединить эти две станции в один холдинг? Ведь у американцев хватит денег и на вас, и на них. Подумайте, пожалуйста. Мне нужно отвечать на этот вопрос, или это риторический вопрос? Желательно. Я хотел узнать ваше мнение насчет этого объединения под деньги американские. Ну что ж, оригинальная идея. Спасибо вам за вопрос. Ну, Ленур Дымович, давайте попробуем ответить нашему слушателю. Я про слово, вообще все деньги американские, на них в любом случае есть американский президент, да, если говорить валюту. А вообще у нас в Украине, конечно, украинские деньги, и мы надеемся, что они сохранят. Вопрос в том, что объединяться, мы и так объединены с Крым Реалии, потому что мы делаем общее дело. Мы каждый день чуть-чуть освобождаем Крым. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Каждый день мы это делаем. Мы делаем больше это на крымско-татарском языке, Крым Реалии это больше делает на украинском языке и на языке, все-таки, я надеюсь, русских писателей Тургенева, Лермонтова и Пушкина, да, таких великих писателей, они на языке Путина. Все-таки русский язык это язык именно русской культуры. И в русской культуре все-таки не было уничтожения украинской государственности в стратегии. Поэтому мы объединены общие в любом случае. А как друг другу помогать? Мы и так друг другу помогаем. Вот то, что сегодняшний эфир делает Крым Реалии, да, это тоже поддержка нас, потому что чем больше мы будем вместе бороться за то, чтобы мы были самодостаточны, и чтобы мы были устойчивы, тем больше, на самом деле, тем сильнее мы. Это важно очень. Медиа друг другу всегда должно подкладывать писек, в любом случае поддержку, потому что это и есть такое братство должно быть. Оно в Украине есть, хоть в маломальском таком режиме, но есть. А среди крымских оно сильнее, среди крымских радиостанций и крымских компаний. Их всего несколько, но они есть. И мы все друг друга очень сильно любим и уважаем, потому что проблемы у нас одни. Благодарю вас за комментарий, за ваше видение ситуации, которую вы высказали в нашем эфире. Напомню, с нами на связи был Ленур Ислямов, владелец телеканала АТР. Обсуждаем мы ситуацию на крымско-татарском телеканале АТР. Сообщается о том, что он столкнулся с финансовыми трудностями из-за того, что по техническим причинам не успел освоить бюджетные деньги, которые пришли вот под самый конец бюджетного года, и не удалось уже провести платежи, на которые
которые, на те расходы, да, на которые была предусмотрена государственная помощь, и деньги пришлось вернуть в бюджет. И в связи с этим телеканал оказался в достаточно таком сложном положении. Ну вот есть уже реакция от Минкультуры, говорили мы о ней с Ленуром Ислямовым. Теперь мы поговорим со зрителями телеканала. Здесь я могу поделиться личными наблюдениями, потому что я был в Крыму, когда вещание телеканала закрывалось на территории как раз-таки Крымского полуострова, когда телеканал выдавливали из Крыма. Я видел, как зрители телеканала приходили поддержать АТР. И сейчас вот тоже мы поговорим с одним из зрителей телеканала АТР. С нами на связи Заир Смедляев, крымско-татарский активист. Заир, доброе утро. К вам вопрос такой. Во-первых, да, насколько для вас, как крымского татарина, который живет в Крыму, важна работа телеканала АТР? И второй вопрос. В Крыму был создан для крымско-татарской аудитории, очевидно, телеканал «Миллет». Может ли удовлетворить требования крымских татар информационные тот телеканал, который был создан российской властью в Крыму? Ну, скажу так, АТР это действительно создавался самим народом, на средства самого народа, и дальше уже, скажем, при поддержке наших бизнесменов и все остальное он получил то развитие, которое он сегодня имеет. И для крымских татар очень важно существование этого канала, и это как, скажем, такой критерий, показатель, что отношение и украинской власти к крымским татарам, крымско-татарской проблематике, делу сохранения и возрождения нашего родного языка, так как, ну, вы все в курсе, наверное, что крымско-татарский язык в ЮНЕСКО занесен в разряд языков исчезающих, и поэтому государство должно сделать все, чтобы не только там сохранять то, что имеем, а вообще способствовать развитию нашего родного языка крымско-татарского. А относительно телеканала «Миллет», ну, мы знаем, что это государственный заказ, задача пропагандировать то, как, оказывается, сейчас стали весело, вольготно жить крымские татары в Крыму, постоянно ожидая, что с утра кто-то может вломиться в дом, в мечеть, предприятие, что кто-то может быть похищен. Ну, на телеканале «Миллет» этого, к сожалению, не видят. Они рассказывают сказки. Причем большинство этих сказок о вольготной, роскошной жизни в Крыму происходит на русском языке. Поэтому особой зрительской аудитории он не имеет. Но если у нас не будут наших телеканалов, которые говорят правду и доносят объективную информацию до нашего зрителя и слушателя, то они вынуждены будут, хотя бы из-за того, что там какие-то концерты передают, показывают, они будут вынуждены потихонечку переходить туда. И тогда та пропагандистская машина, она будет маломальски иметь свои дивиденды. Поэтому очень важно сохранять и развивать наш телеканал, наши радиостанции. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Заир Смедляев, крымско-татарский активист. Он рассказал о том, почему вещание телеканала АТР важно для крымских татар, которые живут в Крыму, да, на своей родной земле, и почему, да, не может удовлетворить в полной мере информационные потребности крымских татар, например, тот телеканал «Миллет», который был создан российской властью на территории аннексированного Крыма. Мы продолжаем нашу беседу и продолжим мы разговор с Екатериной Дичук, экспертом Института массовой информации. Екатерина, доброе утро. Да, итак, давайте поговорим о том, насколько вообще чувствительными для украинского общества, да, являются вот эти вопросы вещания на временно неподконтрольные территории Украины, создание контента на крымско-татарском языке, как на языке одного из коренных народов Украины.
насколько это важно, да, для общества в первую очередь, и насколько это важно для украинского государства? Щодо того, наскільки це важливо для української держави, те, що показує практика зараз з телеканалом АТР, в мене складається враження, що канал є вигнанцем в власній країні, тому що ми всі знаємо, що в нас іде війна інформаційна в тому числі, і якраз якщо обмежується мовлення на Крим, на окупованій території єдиного кримсько-татарського каналу, який може подавати на Крим альтернативну інформацію, так, то виникають запитання, власне, чи потрібно владі, да, про це говорити, тому що я вважаю, ситуація зараз якраз вигідна Росії, в неї не буде просто альтернативної картинки, вони просто будуть зомбувати людей і, власне, те, що вони завжди роблять, це буде показуватися в радужних тонах, пропаганда, вона завжди буде вигідна Росії. Щодо того, що суспільство, розумієте, в цілому, в основному, дякуючи такому ж проєкту, як ви постійно піднімаєте ці питання окупованих територій, тому це важливо і важливо інформувати суспільство. Хоча якби раніше, і ця тема дуже активно піднімалася тою ж владою, взагалі в суспільстві, то я думаю, що ми б не могли б ніякими репресіями ту свободу слова на півострові затиснути, так? І як показує зараз практика, в Криму продовжується інформаційний вакуум, активісти затримуються, арештовуються, блокуються сайти, тобто обмежується все, що може бути невигідно російській пропаганді. Власне, така зараз ситуація. И я уже говорил сегодня о том, как коммуницирует, да, по происходящему с общественностью Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Мы не первый запрос отправляем в их адрес. У нас есть перечень конкретных вопросов. В ответ мы получаем уже ранее опубликованные цитаты господина Бородянского с таким общим описанием и видением ситуации, в котором фактов достаточно мало. Вот об этом бы хотелось поговорить. Вот в целом, какова тенденция? Мы видим, что определенные изменения происходят и на платформе иновещания Украины. Мы слышали о том, что происходит на канале UATV. Одновременно с этим в МКМС заявляют о создании нового телеканала, который будет вещать целенаправленно на временно неподконтрольные территории Украины. И вот в связи с этим, да, много вопросов возникает, которые пока остаются без ответа. Можно ли дать этому какую-то оценку? Взагалі, хочу сказати, що ми зафіксували взагалі закритість цієї нової влади, обмеження доступу. Тобто, чи це, нам же заявляли, що журналісти їм не потрібні, і, тобто, вони спілкуються через соцмережі, надають інформацію. Виникає запитання, якщо в мене, я хочу щось детальніше знати і звертаюся з запитом до влади, вона просто мене ігнорує. Чи вона мене ігнорує, тому що вона не знає, що відповісти, так, то це вказує на некомпетентність. Чи вона просто мені спеціально це не говорить, тому що не говорить, тому що закритою стала. І, власне, ми також не дуже часто отримуємо відповіді на наші запити. Також журналісти нам скаржаться, що запитів немає. Щодо телеканалів, які відкривають, можливо, така реакція, тому що вони думають якусь зробити, знаєте, направлений, частковий проект про Крим, можливо, в тому каналі іномовлення, які вони хочуть зробити, які буде мовити на окупованій території. Я з цим не дуже відома, але вважаю, що, наприклад, кримсько-татарський канал має існувати, і тим паче на нього є виділені кошти в держбюджеті. Чому вони не виділяються, мені не зрозуміло. Власне, ця автентичність, вона має бути збережена, тому що татари завжди репресіями, депортація була
це історія така сумна. Власне, я вважаю, що це має бути на рівні державному підтримка і на рівні заяв в міжнародну спільноту і так далі. Дякую вам за ваш комментар. Напомню, что с нами на связи была Екатерина Дичук, эксперт Института массовой информации. Минувшие полчаса говорили мы о ситуации на телеканале АТР. Мы, конечно же, продолжим уточнять у Министерства культуры Украины ответы на те вопросы, которые мы хотели бы получить, потому что информированность наших слушателей для нас остается приоритетом в нашей работе. Мы продолжим через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. С вами радио Крым Реалии, и мы продолжаем этот эфир. У вас есть буквально минут 6 для того, чтобы успеть позвонить к нам, высказать свое мнение в общем-то, на главную тему этой программы, да. А дальше мы будем говорить о канализации и о водоснабжении. Может быть, у вас какие-то проблемы есть. Вы можете тоже нам пожаловаться, обратить наше внимание на вашу проблему, как сделали, например, жители одного из многоэтажных домов в Керчи, которые обратились в нашу редакцию. Крымчане пожаловались, что в их доме неприятно пахнет канализацией, на стенах плесень, а подвал годами затоплен нечистотами. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» попытались разобраться, что не так с коммунальным хозяйством на полуострове. И вот летом наши журналисты побывали в Керчи и узнали историю дома по улице Ворошилова. В подвале девятиэтажки регулярно прорывало канализацию. Постоянно пахло нечистотами и гнилью. В сыром подвале быстро размножались вредители. Вот что рассказывала тогда жительница дома. Вонь неимоверная, крысы, всякие жуки, пауки и все остальное лезут оттуда, блохи. Вот я живу на первом этаже, это невозможно. Моего мужа все ноги покусанные у ребенка. Вот так вот мы живем. Этот дом обслуживало товарищество собственников недвижимости, которое называется «Керченский путь». Жители квартир перечисляют квартплату организации, а та, в свою очередь, должна содержать многоэтажку и территорию вокруг нее. Мусор у дома никто не убирал, но самая большая проблема – подвал, который был постоянно затоплен, так как прорывало водопроводные и канализационные сети. Товарищество «Керченский путь» игнорировало все обращения жителей. В присутствии журналистов женщина позвонила директору этого предприятия. И вот какой был ответ. Никто в подвал сегодня не пойдет. И не дай бог, вы опять выйдете какую-то религию, что-то допустите, принятие на себя. Меня осталось недолго, но и церемониться я с вами не собираюсь. Вот так. Вот так вот, да. В начале декабря жители дома отказались от услуг товарищества «Керченский путь». На собрании избрали другую управляющую компанию, которая теперь обслуживает их дом на улице Ворошилова, 31. По словам местной жительницы, сейчас подвал и придомовую территорию приводят в порядок. Вот такое вот улучшение ситуации и показательная история, когда местные жители добиваются, в общем-то, справедливости. Но будем надеяться, что у них все действительно наладится. Да, тем более во многих керченских домах на самом деле существовала и существует проблема подтопления подвалов. Если вы с этим сталкиваетесь, обязательно напишите нам. В Севастополе похожая ситуация. Подвал дома на улице маршала Бирюзова также тонет в канализации. В подвальных нечистотах гниют трупы крыс и птиц. Люди жалуются на вонь. Давайте послушаем местного жителя. Та грязь, которая в подвале, она не убирается. В течение года абсолютно точно никто из жильцов не видел, что производилась уборка. Этот дом обслуживает управляющая компания «Центр». После вмешательства крымских журналистов в ситуацию коммунальщики пообещали привести подвал в порядок, продезинфицировать и почистить его. В Симферополе, в центре, на улице Сочинской, люди уже более 20 лет живут без водопровода и канализации. В каждом дворе выгребная яма с септиком, где накапливаются нечистоты из домов. Когда идет дождь, нечистоты из выгребных ям вытекают прямо на дорогу. Местным жителям приходится каждое утро набирать в ведро землю и засыпать вот эти лужи на улицах. А из-за отсутствия водопровода людям приходится покупать воду в магазине, чтобы сварить еду и попить. А чтобы помыться, берут техническую воду из колодца. И ее мало, в больших семьях буквально считают каждый литр. Давайте послушаем, что говорят местные жители. Внуки выросли, правнуки в школу идут. И у нас нет ни канализации, ни воды. Принять душ или включить унитаз, все это сразу же начинает выбирать. И несмотря на то, что неделю назад ее чистили. Начиная с мая и по сентябрь. Вонь стоит нереальная, микробы.
На машине заехать невозможно. Соседи, каждый считает нужным вылить канализацию на улицу. Одна бутылка стоит 50 рублей. Я детей, вот троих своих маленьких, двоих мою в тазике. Потому что невозможно, на всех не хватает воды. Похожая ситуация не только на улице Сочинской. Большинство жителей частных секторов в Симферополе годами живут без канализации, а некоторые из тех сетей, которые есть в городе, давно изношены и требуют замены. Вот что рассказывают жители города о местных канализациях. Есть проблемы, и очень даже серьезные. Стоит вонь такая, это просто невозможно. Непонятно только откуда. Они забиваются, конечно, и все это за свой счет делается. Вот как часто приходится чистить? Да мне кажется, они, в принципе, очень быстро забиваются. Скажите, у вас есть проблемы с канализацией в доме? Нет. Все в порядке, да? Все в порядке. У нас все нормально. Надежная канализация? Да, у нас хороший жир. Ну вот у нас в комментариях в YouTube, например, Дмитрий Лапин пишет: нечистоте в подвале, грязь, мусор, крысы — это 90% жилфонда РФ, при этом завышенные тарифы на коммуналку — это норма. Такое мнение одного из наших зрителей в YouTube. Вы можете также подключаться, в общем-то, потому что, да, это субъективная история абсолютно. Вы можете подключаться со своим мнением, рассказать, как там у вас. Ну, конечно, те истории, которые мы услышали вот в этих фрагментах. Это фрагменты, напомню, наших коллег. Телепроект «Крым Реалии» сделал этот сюжет, он есть на YouTube Крым Реалии, на сайте Крым Реалии. Мы взяли оттуда фрагменты, но они, конечно, ужасают во многом. Ужасают, но, например, да, если я говорил о Керчи, о том, что эта проблема есть в достаточно многих домах, да, то в Симферополе есть целые районы, в которых нет канализации. Например, вот тот район, который называется Старый город, историческая часть города, так называемая, вот там эта проблема практически вот на очень большой территории, да, наблюдается. Отсутствие канализации как таковой. Да, поэтому, ну, во всяком случае, есть, если это можно назвать историей успеха, да, ну, когда все-таки люди меняют, значит, компанию, которая обслуживает, или не обслуживала, и они хотят все-таки другую компанию, которая будет обслуживать дом, платятся же коммунальные услуги за это, поэтому тут можно взять только, наверное, пример и не молчать, и как-то обращаться в те СМИ, в которые вы можете обратиться, о которых вы знаете, да, к чиновникам, требовать помощи и улучшения этой ситуации, как-то объединяться. Ну, и также я могу только сказать, кстати, у нас такая тенденция, успею еще об этом рассказать, в YouTube. Помнишь, как-то создали клон на мою страницу, да, на мой аккаунт? А теперь, чтобы ты понимал, такие клоны создают на аккаунты наших постоянных зрителей в YouTube. И вот вчера мне жаловались, я заблокировала этот дубликат, клон аккаунта. То есть, и они начинают просто другую позицию высказывать. То есть, если один человек писал, например, постоянно там одну позицию, его клон пишет противоположную позицию. Ну что ж, невероятное бурление жизни наблюдается в наших комментариях. Под нашими эфирами происходит нечто невероятное. Я только могу попросить вас сделать одно. Вы можете написать нам фидбэк, есть такая рубрика на сайте Крым Реалии, можете найти лично наши страницы в Фейсбуке, Сергей Макрушин, Катерина Некречи, и написать нам, может, скриншоты даже добавить и прочее. Кто-то из вас это делает постоянно, регулярно, вы видите, что я, например, реагирую на это, поэтому обращайтесь, будем разбираться в этих ситуациях. Ну, а креативщикам, конечно, спасибо за внимание к нашей аудитории. С вами были Катя Некречи, Сергей Макрушин. До встречи.